Якутия в 2020 году поставила региональный рекорд по объемам добычи золота. Производство драгметалла составило 39 тонн. Всего по итогам прошлого года производство золота в России составило 340 тонн. Это на 1% меньше показателей 2019 года. Как следует из материалов Минфина, данный результат вызван 18% снижением объемов плавки из вторичного драгметалла. Кроме того, на 9% сократилось производство из попутного драгметалла. При этом объем выпуска добычного золота увеличился на 1,8% и составил 291 тонну. Основная часть произведена золотодобывающими организациями Красноярского края. Гидропользователи Магаданской области нарастили выпуск драгметалла на 7,6%. Что касается серебра, то его производство в России в отчетный период снизилось на 3,1%. Основным серебродобывающим регионом является Магаданская область, где в 2020 году было выпущено 160 тонн серебра. В Чукотском автономном округе недропользователи произвели почти 106 тонн серебра. Тройку лидеров замыкает Якутия, где производство выросло на 25% до 79 тонн. Всероссийская перепись населения вновь стартует в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда придут переписчики, станут Якутия, Камчатка, Чукотка, Хабаровский край, Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего с апреля по декабрь 2021 года планируется переписать жителей примерно 2600 населенных пунктов, более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Отметим, что сроки всероссийской переписи уже были перенесены 2 раза. Изначально перепись должна состояться в 2020 году, но из-за пандемии было решено провести ее основной этап в апреле 2021 года, а в труднодоступных регионах в октябре. Теперь основной этап переписи состоится осенью. Новый квартал с жилым комплексом из 66 домов, в котором также будут открыты 2 школы, 2 детсада, поликлиника и крытый каток, создадут в южной части Якутска. Ранее власти региона сообщали, что это самая крупная строительная площадка республики. Всего в этих домах будет создано 6500 квартир. Как добавили в Минстрое Якутии, реализация данного инвестпроекта позволит удовлетворить спрос на рынке недвижимости в городе. В министерстве уточнили, что до 2022 года в ходе первого этапа инвестпроекта застройщик Республиканское ипотечное агентство возведет 7 многоквартирных домов, где будет свыше 680 квартир на общей площади 26 508 квадратных метров. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство микрорайона пешеходными и велосипедными дорожками общей протяженностью 6 километров, благоустройство парков и скверов. В данный момент застройщик производит демонтаж заброшенных помещений, ранее принадлежавших расформированной воинской части в районе квартала ДСК. Запасы газа Роснефти в Восточной Сибири и Якутии могут стать ресурсной базой для проекта Дальневосточный СПГ. Завод по производству сжиженного природного газа будет расположен в районе поселка Декастри Хабаровского края в непосредственной близости от действующего нефтеотгрузочного терминала Сахалин-1. На данный момент мощность завода Дальневосточный СПГ обозначена в 6 миллионов тонн сжиженного природного газа в год. Республиканский центр «Мой бизнес» начал проводить консультации для предпринимателей, желающих стать резидентами арктической зоны Российской Федерации. Для резидентов предусмотрено много преференций, в том числе все меры поддержки, которые доступны в регионе. Кроме этого, предпринимателям в арктической зоне начисляют дополнительные баллы при участии в конкурсе на предоставление субсидии. Также востребованы услуги открытия счета в коммерческих банках, принятия и подачи заявок на кредиты и займы для бизнеса. В 2021 году впервые на арктических территориях откроются окна оказания услуг центра «Мой бизнес» в Булунском, Оленёкском и Среднеколымском районах. Резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 миллиона рублей. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 69 соглашений с резидентами арктической зоны, которые планируют реализовать проекты на сумму более 188 миллиардов рублей и трудоустроить свыше 5000 человек. Компания «Алроса» стала участником крупнейшей международной инициативы в области устойчивого развития, реализуемой под эгидой Организации Объединенных Наций.
Глобальный договор ООН является крупнейшей добровольной международной инициативой, призванной стимулировать бизнес следовать принципам устойчивого развития, внедрять практики ответственного ведения бизнеса, а также ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности в этой сфере. Как сообщили в компании, став участником глобального договора ООН, Алроса подтвердила свою приверженность 10 его основополагающим принципам, а также намерение способствовать решению глобальных проблем, внося вклад в достижение целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.